Маш Долчесон, Окусти, Дерек Халчин. Добрый день, мои дорогие. Здравствуйте, я вас приветствую на своем канале. И сегодня новый день и новая съемка. И надеюсь, будет у нас сегодня плодотворный с вами день. Я немножко гундошу носом. Не знаю, насморк это или аллергия. Но что-то не то с моим носом. Так, сейчас, как я сказала, не утро, а день. С утром я уже справилась, управилась, все сделала, подоила, покормила, цыплят выпустила. Короче, все, что нужно было сделать утром, я сделала. Ну и немножко провела время, можно сказать, в WhatsApp, в воспоминаниях, в приятных, в неприятных. Порассказывала кое-какие истории своим подружкам, послушала их истории. Ну, немножко потратила, можно сказать, время. Но, наверное, так нужно было, да? А теперь будем заниматься дальше делами. Жизнь продолжается. Как бы нам не было больно и горько вспоминать прошлое или приятно вспоминать прошлое. Есть приятные воспоминания, есть неприятные. Они у всех, наверное, так есть. Поэтому жизнь продолжается, будем жить дальше. И будем по мере поступления решать наши проблемы, радоваться жизни. А самое главное, мы живы, мы живем, мы радуемся жизни. И, алхамдулилlah, Всевышний нам даровал жизнь. И что мы на своих ногах, мы в здравом уме. Так что будем радоваться каждой мелочи этой жизни. Жизнь по-любому коротка. Сколько нам не отпущено, все равно это короткий миг. И поэтому будем стараться жить как бы правильно, постараться жить правильно, постараться жить, не делая людям больно, ни близким, ни чужим, вот именно ни словом, ни мыслями, не делать кому-то обидное. Так что давайте жить дальше, как говорится. Так, у меня по плану сегодня были планы другие, но коррективы все приносят жизнь. По плану у меня сегодня сыр. Так, я надеюсь, меня хорошо слышно, потому что я одела микрофон. В телефоне я говорила, у нас уже и появились какие-то шумы. Один комментарий был, что плохо слышно, но, по-моему, с микрофоном должно быть слышно. Так что, если вдруг что, друзья, не знаю, у меня все время с этими микрофонами, с телефонами проблема, какие бы дорогие мы их не покупали. Напишите, слышно ли или нет, как вам слышно, потому что, не хочется мне, чтобы кому-то было неудобно меня слушать. Я читаю комментарий, что смотреть и слушать хочется, но вас плохо слышно. Но пока был только один комментарий, поэтому, друзья, скажите мне, как вам слышно или не слышно. Так, значит, я буду делать, как я сказала, варить сыр. Вообще-то правильнее, что варить сыр, да? Молоко я уже подогрела. Но оно где-то, знаете, 35-36 градусов тепла примерно сейчас. Сыр я делаю вот из такого вот порошка. Так. Вот, микробильный ренин мейта, да, по-моему, вот из такого порошка. Но я его развожу водой. Вот этот вот порошок на 100 литров воды. Я его развела на 10 столовых ложек воды. И вот на 10 ведер мне этого хватит. Сейчас у меня здесь, значит, где-то 12-13 литров молока, а там 14 литров. Но я добавлю столовую ложку и чуть-чуть. И также сюда, тут чуть-чуть побольше молока, тоже добавлю вот столовую ложку и чуть-чуть больше. Теперь перемешаю. И будем ждать, пока появится сгусток. Я уже 2 сыра сварила своему сыну в Москву отправить. Скоро на днях должны мы ему отправить инструменты его. Отправим сыр. Ну и кое-какие гостинцы, наверное, еще. Все, теперь будем ждать, пока это все превратится в такой хороший твердый сгусток.
Ну и что, друзья, пока у нас сыр не готов, а у нас время обеда, я хочу приготовить, разморозила грудку еще со вчерашнего вечера. Дело в том, что я сегодня отправляла сыну своему еду на обед. Ну, я ему просто, правда, обжарила грудку кусочком с морковью, с луком и гречку. Ну, типа гуляша что-то сделала ему, быстренько отправила. А теперь хочу сделать нам, наверное, мы втроем дома. У Ибрагима сегодня нет экзаменов. Он думал, что сегодня есть, но ему что-то сказали, что не сегодня. Я уже блендером перебила морковку, лук и несколько чесночных стрелочек. Вы простите меня, я все время забываю. У меня где-то 800 грамм куриной грудки. Я буду делать рубленые котлеты. Что-то мне захотелось сделать рубленых котлет, друзья. Ага, моська, конечно, не моська, а Каспер. Сразу же учуял. Ну, пойдем. Пойдем. На. Так. Ну, наверное, камеру я все-таки опущу, а то так не видно. Так, ну вот, как я сказала, молоко еще, ну, почти уже превращается в сгусток. Сейчас быстренько мелким кубиком порежу нашу куриную грудку. Здесь я уже сказала, я не знаю, было ли видно, потому что я снимала по-другому. Здесь я перебила одну морковочку, один лук и стрелочки чеснока. Ну, можно просто чеснок. У меня были стрелочки, я поэтому перебила стрелочки. А вообще, в принципе, можно просто нарезать. Ну, мне нравится блендером перебивать их. Тоже получается, как будто бы мелко нарезано. Вот так вот. Все это сейчас подождет своей очереди. Тем временем я нарублю мясо. Так. Вернее, порежу мясо. Так, наверное. У нас жара прям вот сильная. То были холода, то жара. И в эту жару я где-то умудрилась получить себе насморк. Не знаю где. Ну вот, друзья, что нам нужно теперь дальше? Мясо мы порубили. Морковку, чесночок и лучок тоже. Все теперь вместе добавляем. Так. Так, сюда мы добавим 2 ложки майонеза. Сюда добавим 2 яйца. Пол чайной ложки адыгейской соли. И
2 столовые ложки кукурузной муки, друзья. Так. И теперь тщательно перемешаем все руками. Можно добавить травы любые, базилик, укропчик, петрушечку. Но я не буду, потому что Ибрагим у нас небольшой любитель зелени. Поэтому добавим каждому в блюдо. На блюдо, вернее, сверху посыпем зелень. Так, все. Теперь минут 10 оставим для того, чтобы разбухла наша кукурузная мука. За это время я уже вижу, что сгусток у нас получился хороший. Я размешаю, и пока будет настаиваться наш сыр, отстаиваться, мы пожарим котлетки. Так, все. Пусть стоит. Так. Так, одна кастрюля, вот, как вы видите. Вообще, сыровары, конечно, разбивают вот этот вот сгусток ножом длинным. Но я никогда так не делала. Я обычно шумовкой. Сейчас. Вот, видите, получился хороший сгусток. Я его вот так вот как-то безжалостно, наверное, нарежу. Это получается такой, знаете, ну, брынза, сыр, брынза просто. Вот так вот. Как бы, чтобы на кубики как бы порезался, да? Вот. Так. Конечно, корова моя отелилась очень поздно, и хотела я убрать теленка, но не решилась. И никак не дойду до ветаптеки, чтобы купить для нее, вернее, для него, для теленка сухое молоко. Хотела перевести его на сухое молоко, чтобы молоко оставалось в доме больше. Не знаю, что-то я не решилась продавать его. Может быть, где-то до декабря откормлю, а потом мы его на мясо пустим. Посмотрим. Посмотря. Ну, он маленький, правда, очень маленький. В декабре вряд ли он наберет какой-нибудь хороший вес. Ну, посмотрим. Продать можно в любое время, да? Просто, когда вот корова отелилась поздно, и ты еще кормишь теленка, то молоко, конечно, остается... Ой, молока остается очень мало. 6 литров в день, если отдавать теленку, представьте, вот что остается. Ну, благо дело, моя корова, конечно, дает немало молока, но тем не менее. Приходится собирать несколько дней. Потом, пока вот сегодня я сделала, я специально сделала 2 сыра, чтобы уже несколько дней подряд сепарировать молоко для сметаны. Вот у меня не получилось еще ни разу сделать для себя масло. Сделала буквально там пол-литра, и сразу же эти пол-литра мы в тот же день я сделала лепешки и смазала наши лепешки ингушские. Ну, вайнахские, вернее. Вот. Так, в идеале на такую семью, как наша, большая семья, нужно 2 коровы, или хотя бы, чтобы эта корова отелилась пораньше. Вот когда она зимой у меня отелилась, мне было очень даже хорошо. Потому что
как раз тогда, когда уже на пастбище ее выгонять, уже теленок не ел молока, молоко все оставалось, и у меня даже получалось и сметана продавать, и творог продавать. А сейчас мне еле-еле хватает для своей семьи. Поэтому выгоднее, конечно, вот 2. Ну, я так думаю, что в следующий год, если даст Всевышний, у меня будет 2 коровы обязательно. Но тёлка-то моя еще пока не отелится, маленькая, только ей годик. Ну, а так, задумка у меня есть купить еще 1 корову. Задумка была, правда, давно, но надеюсь, что в этом году она у меня ближе к весне осуществится. Просто хотелось бы, конечно, раз покупать, то какую-нибудь породистую, хорошую, покупать молодую корову. Моя корова уже все-таки не молода. И одна дойка у нее у меня не работает. Вот так вот. Но обязательно, если у меня будет 2 коровы, я обязательно, конечно, куплю доильный аппарат. Это однозначно. Потому что уже возраст не тот, руки не те. 2 доить не смогу. Там посмотрим. Если у меня будут к этому времени снохи, снохом я по-любому не дам доить корову. Это однозначно. У меня и дочки не доили никогда. Я и дочкам не давала доить корову, только в крайнем случае, если там не здоровится. Ну, конечно, когда я вот... Сегодня как раз я об этом вспоминала, когда я 3 года болела. У меня было аж 5 коров в то время. Тогда, конечно, доила и Танзила доила, и мама доила вместе с ней. Они думали, вот я поправлюсь, корову не убирали. Но это все у меня протянулось надолго, и, конечно, мы потом убрали коров, а только 1 оставили. А так уже, когда сюда переехали, начали здесь жить, ни Танзила, ни Мадина, не дадут мне соврать, никогда корову не доили. Крайне-крайне редко, только вдруг, если там меня дома нет или еще что-то. Все, теперь мы будем ждать, пока вот эти вот хлопья сыра опустятся вниз. И потом откинем его на дуршлаг. Конечно, сегодня вот, да, меня просили как-то девчонки рассказать о детях, о всем этом, рассказывать, что когда-то что-то делаю, рассказать людям будет. Девчонки мне сказали, что будет интересно людям. Но сегодня, не знаю, я как-то еще не готова к этому. Но вот раз начала эту тему и рассказала про Танзилу, скажу, что на плечи Танзилы, конечно, в то время большая нагрузка легла, потому что не все, может, знают, но кто со мной давно знает, что я болела, что я была практически прикована к постели. Ну вот, аналогично также я разбила сгусток в этой кастрюле. Теперь, пока это все будет опускаться, я буду жарить котлеты. Ну вот, масло наше разогрелось. Теперь будем укладывать наши котлетки. Так, вытяжку включила, потому что у нас очень жарко, друзья. Наверное, я не знаю точно, но за 35 это однозначно, или хотя бы 35. На таком среднем огне будем обжаривать наши котлетки.
Пока жарятся котлетки, перемыла посуду сразу, чтобы ее не копить. Теперь и вытру, поставлю на место. И мы сейчас будем чуть-чуть попозже обедать. Так, сколько там? Ну, как раз сделаю сыр сначала быстренько. Не сделаю, а откину сыр сначала для начала, да? Так, и, друзья, смотрите, если кто-то собирается покупать вот такие вот матрешки, имейте в виду, что с них вот так вот слазит эта краска. Вот, у моих тоже слезла вот так вот краска. И хоть и не любите подписчики, чтобы я это говорила, даже не подписчики, а мои друзья, но про комментарии вообще никто не любит, но я даже уже боюсь что-то сказать. Я если показываю, что у меня у чашки слезла краска, это же не значит, что я прошу у кого-то купить мне такую чашку. Вот. У меня был странный комментарий, но я не буду об этом говорить. Пусть будет так. Так что, друзья, ну а если что, действительно, эти чашки очень сильно слазит с них краска. Если бы я знала, я бы их не покупала. И не реклама, и ничего, но не знаю. Дороговато, конечно, друзья, очень дорого. Но посуда, вот эта, хоть она и пластиковая, говорят, пластиковая нехорошая, но мы все равно же пластиком пользуемся. И намного дешевле пластиком. Насчет качества я не знаю, ну как, насчет вредности, невредности я не знаю. А так мне очень нравятся вот эти чаши от Tupperware. Не знаю, кому как, но мне нравится. Я просто говорю, я никакой рекламы, никакого этого нет. И да, в комментариях, где про тестораскатку лапшареску, написали, что это взаимная реклама. Как может быть, друзья, реклама, если я не называю никакой канал, я не называю ни производителя этой тестораскатки. Это действительно, я почти 40 минут рассказываю, какую махинацию провернули мои дети и подписчицы, чтобы порадовать меня. И все равно вот написали, что это как бы реклама. Нет никакой там рекламы. Это живой человек. Она в комментариях почти для каждого она благодарила, потому что ее благодарили мои подписчики. И она мне и в личке, и в комментариях написала, что просто подарить человеку что-то, человеку, который ему нравится, ну, ей, мне, любому, это тоже очень приятно. Не настолько же, сколько и получать подарки. И все вот, кто мне действительно, девочек, кто меня радовал подарками, кто мне что-то присылал, дарил, все говорят то же самое. Нам наравне приятно, не то, что мне это делать, а вообще приятно так же, как и получать подарки, так же и дарить. Нам предоставляет радость дарить подарки. Поэтому не думайте, что все в этом мире реклама, деньги. Значит, так люди хотят, им нравится, им хочется сделать приятное. Ну, значит, им хочется делать приятное именно мне. Или именно кому-то другому. Значит, Всевышний сделал так, что вот они должны были подарить именно мне. И не надо думать о всех людях плохо, что все только ради денег, все только ради наживы, и все плачутся, и все чего-то просят. Никто ни у кого ничего не просит. Ну, пока обжариваются наши котлеты, я сделаю сыр.
Так, из этой сыворотки, наверное, я сделаю сыр рикотта. Поставлю под навесом, чтобы выкипело все это. И получится нежный сыр рикотта. А так, ни скотине, ни курам я именно сыворотку из-под сыра не даю. И никогда мы не давали. Не знаю, говорят, что поносит потом. Теленок поносит, и куры тоже. Насколько, правда, нет, не знаю. Ни моя свекровь, ни моя мама не давали. Так, ну вот, видите, вот так вот опустился сыр. Сейчас, наверное, будет видно. Ну-ка. И вот так вот я его скидываю на друшлаг. Ой-ой-ой. Вот. Так, я сейчас чашку поменьше поставлю. Сразу же хорошенечко присолю его сыр. Через какое-то время, минут через 5-10 переверну и тоже посолю. Так, сейчас пока достанем котлетки. Поставила гречку разогревать уже разогрелась. Все. Ну, минут 5-7 обжаривать до корочки такой котлетки. Видите, вторая партия у меня получилась покрасивее. Правда, ни одной формы. Ну, ничего. Так, теперь второй сыр сделаем. Ой, извините, наверное, было очень шумно. Так. Так, а теперь пора котлеты вытаскивать. Ох, выключила вытяжку, очень жарко. Это маленькая. Так, все. Котлеты готовы. Теперь посолим наш сыр. Накрою на стол и будем обедать. Ой, конечно, кондиционер в этой комнате бы не помешал. Кондиционер у меня есть в доме, в одной комнате, в которой мы вообще не бываем, представляете? Но тогда у нас был там зал в нем, и поэтому
ну, как бы гостиная, да, столы накрывали там, особенно на праздники наши, и поэтому поставили туда. А сейчас эта комната пустует, там ничего нет, и кондиционер у нас там. Да и практически мы его не включаем. Так, ну что, теперь переверну я этот сыр. Ну, он у меня здесь на столе. Сейчас. Вот, видите? Теперь я его переворачиваю. Так, и тоже присыпаю солью. Вот, если сейчас оставить немножко в тепле, то сыр, наверное, будет с дырочками, увеличится немножко. Если поставить сразу в холод, то он будет без дырочек. Я вообще-то люблю без дырочек. Некоторым нравится больше, чтобы были такие дырочки в сыре. А мне нравится без дырочек. Так. Ну все, сейчас быстро накрою на стол. Мы будем обедать. Хварцем дуя. Хварцем дуя. Хварцем дуя дукчал. Таккет душ. Soms ook eens uitjagers mogen wezen de week. İçer. Beşir. Hadi mi ket maden das beşirdir. We zijn deel wachten deel. Waar zat ze kast? Weer berkat gaat. Meisje doos, Dine doos, deze lomdoos. Я думала, Каспер туда заскочил. Так. Так, Инженер gaat. инженер? Мала инженер хугоз. Программист хлвеж. Хой супал. Хакянька. Это она про Ибрагима говорит, что вот инженерами, а я же, говорит, не знаю, кто на кого он учится. Давай, давай. Кому плохо, что в таких профессий цинхамия? Так, друзья, мы обедаем. Короче, Ибрагим снимает нас. Он уже поехал с друзьями. Поел уже. Ага. Дик носкул, хоздером хамдет даться, дик хлча. Холодсляр. Так, я переведу. Короче, она пожелала Ибрагиму всего хорошего, да, и чтобы такую красивую невесту ему, красивая невеста ему что попалась. Я говорю, лишь бы хорошая была, красивая не обязательно. Она говорит, нет, если красивая, то она и хорошая будет. А ты хочешь сразу и хороший, и красивый? Нет, я хорошую хочу. Пускай она будет некрасивая, лишь бы она хорошая была. Правильно. Красота только до обеда. Мой мальчик красивый. Ну, потому что это твой мальчик. Это мой мальчик, это мое сердце. У чужих, наверное, своя девочка будет своя красивая. Цанша еги хосхет, и герна хайган хосхет. Я Динин, цей молодой, вухари, за всех я его не отдала. Ну, прям все. Это мой. Ну, конечно. Поэтому он такой. Такой хороший. Да. А что он сделал плохого? Ничего, я же не говорю, что он что-то плохое сделал. Он хороший. Он никогда не сделал плохое и не сделает. Ну, будем надеяться. Дай Бог, чтобы он всегда был такой хороший, красивый, нормальный. Нормальный. Вот. Что еще пожелать? Чтоб все было нормально. Ну, чтобы все у всех было нормально, друзья. Диша, мяше дина голос. Мама и на костол, мама и цвах видишь, характер. Джабайгис маркем сатоги мечи. Нет, нет. Багайк, он очень глубокий. До его не доберешься. Бабушка про старшего моего сына. У него характер совсем не тот. Совсем. У Хасимия 1 грамм похожий, вот. Бахаги. Первое. Почему? Он, знаешь, глубокий такой, вот там
до него добраться надо очень трудно. Ну, правильно. А, Вам открытыми быть а, нельзя всегда. И Джабагим вилвалар, и все прошло. Джебаги бхайра. Вилла мучвела, мама. Джабагим. Аду кенква Джабагим. Мам, давай на русском. Ну, Масару Хагру должна дитя сварывать. Ой, а какой довольный цветет стоит. Вот бы тебя сейчас Самый показать. красивый, самый лучший и самый умный. Ага, ну прям умный. Самый умный у нас Джабраил. Ибрашка, А, правда это? Эма. Самый умный у нас Джабраил, я. Ну, Джабраиль, умный, клянусь. Вот меня как раз просили рассказать о детях. Вот пусть бабушка расскажет про моих детей. А теперь ты расскажи. Меня просили, чтобы я рассказала о моих детях. А теперь давай мы тебя спросим. Давай с каждого. Танзила, Мышти, какая Танзила вот? Самые. Ну, для бабушки все Самые. 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 Не обижусь, ты говори. Я вне конкуренции. Сыновей. И кто? Не тот, который... Нет, оставь своих сыновей. Я про моих детей говорю. А, про твоих? Угу. Самая лучшая, самая спокойная девочка Мадина. Угу. Самая умная. Танзила немножко не того характера, как твой. Совсем. Бахды? Совсем. Но Танзила же всегда с тобой росла. Танзила на меня похожа. Вот туда и иди. Танзилы характер и мой характер одинаковый. Вот. Бахды? Туда и идет направление, да. Она вспыльчивая, и я вспыльчивая. Она неспокойная, и я неспокойная. Хорошо, хоть сама знает. Да, я хочу, я не знаю. Ты думаешь, если я сижу, ничего не знаю? Я знаю все. У меня еще все на месте. Еще не прошло. Жабак очень... Это Джабраил, как тебе второй сын. объяснить? Он сердечный, он семейный. Он, вот как тебе сказать, у него и отец был такой спокойный, такой хороший. Спокойный-то у нас Багаудин, наоборот, старший, спокойный. Ты думаешь, Вахать? Ну, если спокойный, то он спокойный. Когда вот эту землю купили... Просто он скрытый немножко. А? Можно это сказать? Ну, я не знаю, говори, что ты хочешь. Когда эту землю купили, ты болела. Ну, Помнишь это? конечно, помню. Он тебя попросил, чтобы ты поехала посмотреть. Ты не поехала. Я поехала с ним. Угу. Вот дал хамухой, с Богданет мовис. Я жихаю, кстати, я рассусуту овец. Я конайка раз дохрязу. Будить метки кирм, ход метки кир. Как раз кого метки кир. Хал хад с Богданет высохарштанет. Удел он бакматвас. Шау довольный халарас сухаман азаз аврах. Бак он садевчер яхи аяр, хар я рассут. Я никогда не забуду. Так, ну ты плавно с Бахаги перешла на моего мужа. Короче, я сейчас переведу. Короче, когда мы покупали этот участок, я болела, была практически, ну, не все, может, знают, но знают многие, я была практически прикована в постели, и мой муж, когда купил участок, попросил, чтобы я приехала, ну, мы чтобы приехали, посмотрели участок, в этот день я не могла приехать, и он попросил маму, ну, мама тогда жила со мной, это другая история, друзья, может, кто, если будет спрашивать, я отвечу, спрашивайте. И мама с детьми приехали сюда смотреть участок, и когда они уходили обратно, мой муж спросил ее, ты довольна? Ну, спросил тещу свою, ты довольна? Не забудь. Круг сделали. У Ергич участка, круг геров. Довольна ли она местом, участком, расположенностью? Ну, и мама сказала, что очень довольна, и
Он, говорит, был очень рад, что мама оценила именно вот то, что его выбор, как, короче говоря, вот это она рассказывает про это. Вот так вот. Неожиданный получился у нас сегодня ролик. Вообще не думала в этом формате снимать, об этом говорить. Как-то все спонтанно получается у меня, как всегда. Хотели пообедать, а получился вот такой вот разговор с бабушкой. Вот такие вот дела. Bak kız o çeşme. Biz bak da niyetme bir sokarsın yenti. Şariyaz kalırız adam işte. Ya ayakır merdaz yoksa gelir. Tigerim havaliye gelir. Tüçüm vakit. Ha vakit. Он на правде, а я на обмане сейчас. С бактинен, сохарстинен, я с опрышпусти, судал хальш харсаты. Дигдан сек var, юхдолуш var, дики var, сухат. Сикан квети, цун похожий секвати, жабайки, мабайки, цака. Почему? Баргич бöжüm сынтыр. Ну, жабайгим опрышты вечтик кенку. Ай, багагим дикка, диктам секмури, жабай, багагим фада. Багагим умный кенку. Он не глупый, он хороший парень. Он не разговорчивый. Вот это Он вот. сам себе больше. Да. Вот это вот. Сунал зудылдалт. Он не разговорчивый. Он не вмешивается, он не касается. Это бабушка про Он старшего. не любит даже, чтоб приказывали. Ну да. Бабы. Вот. Это правда. Что правда, то правда. Я тебе всех объяснила, все рассказала, что у меня лежало здесь. Оно все вот здесь лежало. Это меня хаиса всю жизнь. Цуншиши дальше, вот яхса. Ну все, друзья, мы сейчас пообедаем. Знаешь, Дина, да кто? Чувандр, тянки, никто никому не касается вечер. Измуга папа хавая, хашти гвягавар. Нахте хепа хачувал, вошно джабать цедина. Да. Ну ты это не знаешь, я знаю это все. Папа хавая, хаш тройка от вягавар, хат чуцево. Джабайк умный кенку. Ему ничего не надо рассказывать, доказывать, он знает все. Ну, бахать глубокий, фадасу, как это объяснить, я не знаю. Муштуалась. Характер у него хороший, но... У него характер мягкий, он он просто себя он, все держит. да, сам в Себя себе. держит. Это правда, это правда. Хашки шла ей ухурту. Мегди идут. Хашки шла ей ухурту, берешься. Тиких ворос хатенда. Клянусь, миш гян соцер хойно со эхетш. Ну все, друзья, на этом воспоминания наши заканчиваются. Просто бабушка. Просто бабушка вспомнила день, когда погиб мой муж, что... Короче, я расскажу вам это потом.